Казахи пострадали от голода сразу после прихода большевиков к власти. Новые правители объявили политику военного коммунизма, отбирая скот и продовольствие на содержание Красной армии. А руководители Турцика, такие как Тоболин, прямо заявляли, что кочевники с точки зрения марксизма бесперспективны и обречены на вымирание. Поэтому, по мнению Тоболина, не стоит тратить средств на борьбу с голодом в казахской степи. Ильяс Жансыгуров. Каждый день умирают тысячи казахов, уменьшая численность ежечасно, страдая в греховных мучениях, обезумев, поедает от голода родное чадо. Большевики объявили об увеличении продразверстки в Казахстане и Сибири. Красные функционеры обязали крестьян в августе 1920-го, июне 1921 года вносить в казну чрезвычайный налог в размере 110 миллионов пудов, из которых 35 миллионов выпадало на долю Северного Казахстана. Власти конфисковывали не только хлебные излишки, но и все продовольствие, которое было необходимо населению. До Оренбурга доходили страшные вести о массовом голоде. Рассказывали даже о фактах людоедства. Чтобы понять масштабы голода, приведем некоторые данные из итогов работы комиссии по борьбе с голодом. В 5 губерниях Казахской автономной республики 1 миллион 559 тысяч человек пострадало от голода. Понятно, что это не полные данные. В Казахстане число беспризорных детей достигло в декабре 1921 года 128 тысяч, 31 декабря 158 тысяч, а в январе 1922 года 333 тысячи, в марте 408 тысяч. Это только взятые на учет дети, а сколько было незафиксированных. Как в это время местные большевики пытались спасти голодающее казахское население? Работали не покладая рук, оповещали всех о катастрофе? Ведь так должны были спасать народ от голода. Ничего подобного не было. Члены революционного комитета в свои рабочие планы внесли следующие вопросы. Цитирую. Первое. Подготовку к 12-му съезду Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Второе. Доставка продовольствия в те районы России, где начался голод, для чего отобрать излишки у местных национальных меньшинств. Здесь же можно вспомнить телеграмму Ленина рыбакам Орала о том, что они должны снабжать рыбой голодные районы Поволжья. Третье. Борьба с теми казахскими националистами, которые организуют недовольство и протест местного населения действиями властей. Группа большевиков во главе с Мендешевым даже написали в Кремль: слухи о сильном голоде распространяют националисты. Они, якобы защищая интересы простых трудящихся, пытаются привлечь внимание бедноты к себе и своим проблемам, и поэтому противодействуют нам. Но через 4 месяца, а за это время погибли около 1 миллиона человек, в 1922 году тот же Мендешев уже писал Сталину: продовольственное положение у нас катастрофическое. Рабочие и служащие, находящиеся на государственном снабжении, не получают пайков за неимением у продорганов продуктов. Голод принимает ужасающие размеры. Некоторые селения ежедневно уже сотнями считают умерших от голода. Теперь уже не говорят об употреблении мяса кошек, собак, падалей и всяких суррогатов, а частенько говорят о случаях людоедства. Особенно остро положение кочевого киргизского населения, обитающего в степных районах. В результате всего этого киргизы в глухих аулах погибают целыми семьями. Наблюдаются случаи отказа от жены, продажи дочерей и так далее. С болью в сердце я должен сказать, что при таких условиях мы сумеем спасти очень незначительный процент голодающих. В это время усиленную работу по спасению голодающих проводили лидеры казахского народа: Букиханов, Байтурсунов, Садвакасов, Ауэзов, Дулатов, Аймаутов и другие. То, что голодающим казахам оказывали помощь в последнюю очередь, известно и из письма Мухтара Ауэзова. В комиссию по оказанию помощи голодающим не был включен ни один из казахских служащих. Они оказывали помощь лишь лицам европейской национальности. Международные организации помощи голодающим не добирались до казахской степи. Председатель социал-демократической организации рабочих Першин на заседании комиссии без обиняков заявил: местное население обречено на гибель. Продовольствие, поступившее из России, их все равно не спасет.